Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре вторник, 4 июля. Второй месяц лета принес с собой настоящую 30-градусную жару. Вместе с духотой и пеклом риски возникновения пожаров увеличиваются кратно. Сейчас из-за погоды в регионе действует желтый уровень опасности. В некоторых округах республики высокая пожароопасность сохранится до конца рабочей недели. Специалисты МЧС по Чувашии просят жителей быть начеку и соблюдать элементарные противопожарные правила. Напомню, с 10 апреля в нашем регионе действует особый противопожарный режим. Так что разводить открытый костер, готовить блюда на углях, оставлять на солнце стеклянные бутылки, бросать на землю горящие спички или окурки категорически запрещено. Нарушителям грозят крупные штрафы. Для граждан, например, до 20 тысяч рублей. В зной люди нередко теряют бдительность. Отдыхая в солнечные дни у воды, даже в специально оборудованных местах, не стоит пренебрегать правилами безопасности. Я обращаюсь к отдыхающим, купающимся. Пожалуйста, будьте внимательны. Купаться только в зоне купания. За буйки не заплывать, как у нас везде пишется и говорится. И будьте внимательны к себе и купающимся рядом. Чувашия во второй раз принимает спортсменов из Донецкой Народной Республики на тренировочные сборы. В столицу региона на 2 недели интенсивных тренировок приехали 46 волейболистов и боксеров вместе с тренерами. В Чебоксарах ребята смогут полноценно заниматься в спокойной обстановке. Базироваться спортсмены будут в республиканских спортивных учреждениях до 15 июля. Тренировки пройдут, например, в спортшколе Олимпийского резерва номер 7 и спортшколе имени Валерьяна Соколова, а также в спорткомплексе «Динамо». Кстати, приезда еще одной группы спортсменов из ДНР Чувашия ожидает осенью. Воинская обязанность и воинская служба. С этими понятиями начнут знакомить детей в школах страны. С нового учебного года в России заменят уроки ОБЖ на занятия безопасности и защите Родины. Новый предмет будет включать в себя модули начальной военной подготовки, как для девочек, так и для мальчиков. При этом нагрузка на школьников не увеличится. Количество часов останется прежним, уверяют в профильном ведомстве. Сейчас формируется рабочая группа для разработки учебной программы. В Чебоксарах стартовала просветительская акция под названием «Говорящие переходы». Ее запустило Чувашское региональное отделение партии «Единая Россия». Часто люди, например, уткнувшись в телефон, не замечают, как подходят к проезжей части и чуть ли не шагают под колеса машин. Посмотри по сторонам, сними наушники, возьми ребенка за руку. Надписи, напоминающие элементарные правила дорожного движения, появятся у многих зебр города, которые не регулируются светофором. Но важно не только знать правила дорожного движения, но и неукоснительно соблюдать их. Но некоторым пешеходам явно этого делать не хочется. На этих кадрах девушка на электросамокате, видимо, не посчитала себя пешеходом и решила, нарушив правила, с ветерком проехаться по зебре. А на этом видео женщина, наоборот, переходить дорогу не спешит. Некоторые пешеходы чувствуют себя королями, пишут в соцсетях. Но в конкретной ситуации слишком уж буквально, добавляют в комментариях. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».